На некошенном лугу расчерчены границы, определен старт и финиш. Задача – скосить не только быстрее других участников, но и качественней. Сегодня участвуют у нас лица старше 18 лет. Соревнования проходят отдельно среди мужчин, среди женщин. И по 3 номинациям. Это литовка, горбуша и бензокоса триммер. Также у нас проходят эстафеты, смешанные среди мужчин и женщин. И кроме этого еще у нас сбор сена. Он косит, наклоняешься, вот руками берешься вот так. Туда-сюда. Константин Чупров в Нившеру из Ижемского района приезжает 2-й год подряд. В личном зачете он в списке сильных. Я литовку, если честно, не пробовал еще косить. Я как научили меня косой горбушей косить, так и как бы стал. Ну, это в детстве, как на сенокос ходили, родителям помогал. Сейчас уже давно не косил. Вот так вот. Есть возможность участвовать в соревнованиях. Литовка, смотрите, длинная, да? А коса горбуша, она короткая. И мы косим, стоим, мы ведь прямо косим, да? Вот так. А они косят туда, сюда, туда. А это о премудростях луговой работы рассказывает Тамара Смирнова, гостья из Мордина. Не так давно она показала мастер-класс по косьбе горбушей на международном турнире, который проходил в Свердловской области. На России свои силы испытала сразу в нескольких номинациях. Я не выиграла. Ну ничего, я не страдаю. Я очень рада, что я съездила, посмотрела страну, посмотрела Уральские горы. Сложностей немало, и коса сломаться может, и дыхание сбиться. Но за каждого участника болеют близкие и родные. Именно эта поддержка, говорят, греет душу. Ой, у меня почти половина группы поддерживающих. Со Сторожевска только, наверное, человек 20, если не больше, приехали. Мы же сюда еще приехали на культурное мероприятие. Мы же сегодня еще на байдарках поплывем. Да, на катамаранах и на байдарках поплывем. У реки действительно палаточный лагерь. Здесь активисты местного совета ветеранов планируют побыть еще несколько часов, а затем отправиться до деревни Троицк. Наши ветераны, например, с Мордина, не знают, что в Нившере такое происходит. Ветераны из Кероса никогда не бывали в Мордино и не знают, что такое. Поэтому мы ежегодно стараемся их вывозить по нашему району, по разным нашим маршрутам. Подобные походы проходят ежегодно, пересекаясь с другими большими событиями, как, например, «Звени коса». Стать республиканским короткиросскому турниру мешает отдаленность. Это все зависит от энтузиастов. Люди собираются вместе и делают одно очень большое доброе дело. Я думаю, что «Звени косы» есть будущее, и тут надо просто нам всем объединиться, кому-то возглавить это движение. И не ровен тот час, когда и будут присваивать разряды за кошение косой, чтобы нет там мастер спорта по косьбе горбушей. Звучит здорово, я думаю, что. А еще именно такие турниры дают путевку на международные соревнования, где можно не только себя показать, но и опыт перенять. Роман Истомин, Любовь Филиппова, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Короткиросский район.